попробуйте при везде доступном товаре, который достигается одним кликом, что-то продать в плане информации. Но, коль скоро мы здесь сегодня говорим я как выступаю как общественник, да, как блогер, вопросы, связанные с общественностью. У меня их два. Первый вопрос касается событий последних. Да. Вы знаете, что в эту субботу проводила общественность экологический митинг и так далее. И, в общем-то, поскольку они не получили разрешений нигде, кроме выселок, на Вартовском, в общем, что проводили они там. Дело в том, что им везде, и в мэрии, и в Министерстве Министерстве развития гражданских институтов, значит, им везде отказали на том основании, что на всех площадях города внезапно должны проходить другие мероприятия. Так вот, в назначенное время, в назначенный час мои коллеги объездили все площади, и нигде ничего не проводилось. И вы же сами говорили, что очень неправильно и некорректно переваливать проблему, что ее брать вообще людям нехорошо. А тут получается, что людям не дали нормально собраться на этот митинг, пообщаться и разойтись. Как вы оцениваете? Первый момент. И второй. Вопрос информационной безопасности. Событие совсем недавнее на ЯГРЭС, авария, показала, что мы очень уязвимы в плане информации. Да? То есть за то время, которое не работала станция, когда не было электричества, но пока еще жила зарядка на мобильных телефонах, огромное количество дезинформации, огромное количество вбросов, фейков и так далее пошло в народ. И это стало сарафанное радио с его фантазиями от смешных и понятных, да, что это розыгрыш про нашествие зомби на ГРЭС, и до совершенно глупых, запасайте спички, воду и так далее, не будет до 5 октября электричества. То есть это показало большую уязвимость. А при вас действует ситуационный центр. Мне кажется, что в таких подобных случаях нужно иметь какой-то аварийный план, и в этом ситуационном центре сразу же разворачивать что-то вроде оперативного штаба, в том числе для рассылки по социальным сетям, по тому же WhatsApp и так далее, чтобы была верифицированная информация о происходящем. Это было хорошо посмотреть. Вот пока так. Спасибо. Но было определено, кто формирует, выделяет места по проведению таких мероприятий. Мэрия города Якутска и составное правительство Министерства по гражданскому обществу. Конечно, я имел бы возможность сам по себе сидел бы саморегулировать все вопросы, как хочет господин Абелин. То есть я могу с утра до вечера заниматься оперативным вопросом, кому-то давать, кому-то не давать, но я не могу, поэтому есть определенная схема уполномоченных структур государственных власти, муниципальных органов власти, которые каждый сам по себе несет это решение. Вот они принимают такие решения, вот они и приняли такое решение. Поэтому сегодня, если не нравится проведение других мероприятий параллельно, но они, во-первых, вы не правы, потому что эти мероприятия как-то вдруг появляются. Вдруг они не появляются, все, там очень масса народу готовится заранее, принимает участие, молодежь, ветераны, дети. Поэтому, если говорить, что мероприятия у нас на площадях появляются в том утро, это, наверное, несправедливо и неверно, и это, наверное, по-другому можно оценить. Это неправильно. А то, что касается проведения общественных мероприятий, главное мое требование – не запретить. Я им говорю, не запрещайте. Всем. Если они не противоречат закону, если они создают условия оказания поддержки инициативы людей, пожалуйста, но не запрещайте. Что не происходит? Второй вопрос по информационной безопасности. Да, мы оказались в зоне риска по данной аварии, я об этом говорил.
исключительных системах оповещения при таких случаях. Они работали. Вы, наверное, видели, что ни одна сотовая сеть не была отключена. Они созданы таким условием, с такими гарантиями, что они сутками могут работать без перерыва. И МЧС, у него есть система, когда если телевидение отключается, то у него сразу моментально информация перед через СМС-сообщение по сотовому телефону. Такие информации уходили. А то, что в WhatsApp происходит, то, что это уже наш уровень с вами вместе. Какой у нас уровень, такой информации будет выдуманная нам. Поэтому здесь немножко по-другому нам надо, да, согласно телевидение подключилось, а по идее у телевидения тоже должно быть аварийная непосредственно система отключения. Да, на локальном режиме у него есть, но не имеет, поэтому мы это не можем. Но из этого случая мы, насколько возможно, будем летать будем. Это было обговорено непосредственно с энергетиками, это было обговорено с организаторами